Сегодня для школьников Сосногорска прозвенели последние звонки. С одной стороны долгожданное, с другой столь трогательное событие собрало на площади перед Домом детского творчества сотни школьников 9-11 классов. Со сцены звучат поздравления. Перед вами открывается немало возможностей. И очень важно серьезно к ним отнестись. Потому что главное, что отличает взрослого человека, это ответственность. И ответственность не только за себя, но и ответственность перед обществом. И поэтому мне хотелось бы верить, что многие из вас свяжут свое будущее с Республикой Коми и Сосногорским районом. Поверьте, малой родине нужен каждый из вас. Дорогие друзья, я от всей души поздравляю вас с последним звонком и желаю вам успехов и удачи во всех ваших начинаниях. В добрый путь, ребят! Уже совсем скоро для этих ребят наступит пора экзаменов, после которых кто-то продолжит обучение в школе или техникуме, а кто-то будет пробовать свои силы при поступлении в высшее учебное заведение. Более подробно о том, как в Сосногорске прошли последние звонки, мы расскажем в пятницу, 25 мая. В Сосногорске продолжается строительство тепличного комплекса. Очередная инспекция хода работ была проведена на днях. Министр сельского хозяйства и представители инвестора провели рабочее совещание прямо на строительной площадке. Ну, по сетям что вот еще осталось у вас? Экспертиза прошла? Да, нет, сейчас... По земле разобрались там полностью? По земле разбираемся. Разбираетесь? Да. Сейчас на площадке уже возводятся каркасы будущих теплиц. Как рассказал Анатолий Князев, работы ведутся практически по графику. Ситуация, я скажу, плановая. Ажиотажа нет. Чуть было отставание у нас по сетям. Сегодня уже как бы догоняем. Не было экспертизы на сети, на газопровод, на водопровод, на электрические сети. Сегодня работа ведется, и мы успокоились, не то что успокоились, но довольны тем, что проделали, успели догнать. Но через 10 дней начнется остекление. Это очень большой объем работы. Около 100 тысяч квадратных метров будет составлять общий объем. И нужны будут дополнительные люди. И подрядчик обязуется сюда привезти еще 150 человек. Затем в теплицах начнутся внутренние работы. Параллельно с каркасом собирают трубы отопления. Важный момент – выработка тепла и электроэнергии. На этом объекте будет осуществляться автономно за счет газопоршневых установок. Это позволит значительно удешевить производство. Всего установок планируется смонтировать 6. Производство практически безотходное. Даже такой побочный продукт, как углекислый газ, будет подаваться в теплице для осуществления обменного процесса растений. Первыми овощами можно будет украсить новогодний стол уже в этом году. К Новому году, к нашему столу. Есть вариант именно в эти федеральные сети, там ведутся переговоры, и в принципе там есть некая договоренность. Мы в пятерку, в Магнит должны войти, но с таким условием, что эта продукция продавалась тут внутри республики. Один из вариантов, вот такой вариант, я думаю, что он самый такой, наверное, более удобный и не мелочиться там, сразу вот войти туда и масштабно вот так реализовывать продукцию через сети этих магазинов. Чтобы вовремя осуществить задуманное, Министерство сельского хозяйства республики уже подало заявку на льготный кредит на закупку семян. В первую очередь будем сажать помидоры, огурцы. Самые востребованные, самые массовые. Откуда рассада? Ну, рассада будет здесь, мы семена будем покупать. Они заявлялись уже на льготный кредит, на закупку семян, пока у нас не хватило лимита не хватило, но обещает Минсельхоз где-то в июне месяце перераспределить недозабранные лимиты другими регионами, и надеемся мы именно получить в пределах 150 миллионов на эти цели. Полным ходом идет подготовка и будущих работников хозяйства. Уже сегодня теорию и практику изучают порядка 120 человек. В основном это жители Сосногорска и Ухты. После этой группы мы еще одну будем группу набирать. Ну вот до 120 человек именно тепличность мы должны набрать. И возникают, опять-таки, в этой части проблемы, которые мы пытаемся сейчас решить, именно проблемы жилья. Пока вот первую группу мы набрали
из местного населения, и Сосногорские, и Ухтинские. Вторая группа тоже пока позволяет набрать здесь, третья тоже, возможно, здесь же будем набирать. А в дальнейшем мы хотим набрать все же из всей республики, потому что людей не хватает, а для них нужно жилье в первую очередь. Вот сейчас как раз вопросы жилья будем обсуждать. Вопрос на сегодня не решен. Технологии, по которым возводится тепличный комплекс, самые современные. А сама теплица претендует на звание самой северной в России. Здорово, что мы смогли убедить инвестора войти сюда, в республику, потому что очень много регионов пролагали свои площадки, и условия более щадящие, и природные климатические условия другие, не только для строительства, а процесса эксплуатации. Вот, тем не менее, все же мы рады, что такой инвестор зашел сюда, к нам, и создает рабочие места. Я думаю, что все получится. Напомним, тепличный комплекс «Сосногорский» – это новый инвестиционный проект в республике, начало строительства которому глава республики Сергей Гапликов дал в декабре прошлого года. Оценив масштабы и качество уже выполненной работы, Анатолий Князев отметил, что если не помешают погодные условия короткого и переменчивого северного лета, то все будет сдано в срок. Я надеюсь, мы с вами вместе перед Новым годом здесь все соберемся и попробуем первые. Помидоры. Да, огурцы точно, помидоры, не знаю, успеют, нет к этому, но огурцы точно будем дегустировать. Как подросткам провести летние каникулы с пользой? Многие родители в преддверии лета задаются этим вопросом. Поэтому в общественной приемной главы Коми была организована прямая линия на тему трудоустройства подростков в летний период. Каждый желающий смог задать вопрос представителям управления образования и Центра занятости населения Сосногорска. Вот по поводу трудоустройства школьников. А куда можно обратиться, чтобы ребенок, все 7 класс учится, чтобы летом хотя бы месяц поработать или 2, пока до отпуска есть время? Куда можно обратиться? Ирина, если вашему ребенку уже исполнилось 14 лет, прежде всего обращайтесь в свою образовательную организацию, там, где учится ваш ребенок. Можно также обратиться в Дом детского творчества города Сосногорска. И в Центр занятости. Скажите мне, пожалуйста, а это как официально будет трудоустройство? Естественно, через трудовую книжку. Здесь трудовую, да? И оплачиваемая? Да, оплачиваемая. В этом году в Сосногорском районе будут организованы трудовые отряды и трудовые бригады. Отличие между ними совсем простое. Трудоустроившись в отряд, помимо работы, подросток получит еще организованный досуг и питание на базе образовательной организации. Что касается второго, то там будет организована только трудовая вахта. Скажите, пожалуйста, интересует такое, сколько будет составлять для него рабочий день, 15 лет, и оплата какая в трудовой бригаде? Оплата зависит от месяца, в котором вы будете работать. Но он вообще бы хотел все лето работать, такое возможно? Все лето через управление образования навряд ли, потому что мы должны обеспечить как можно больше детей, чтобы дома отдыха. А если, допустим, у нас и в Центре занятости обратитесь, то вероятно. Помимо этого, если вы хотите получить путевку в летний выездной лагерь для своего ребенка, вам необходимо собрать пакет документов и обратиться с ним в управление образования. На сегодняшний момент вы можете подать заявление в Черноморскую Зорьку, это город Анапа, это село Кабардинка, есть также у нас Дол Солнечный, также лагеря у нас есть расположенные в Великоуксусском районе, это Бобровниково. А также на территории Республики Коми. Это Гренада, это Мечта и еще будет, наверное, смена Сосновый Бор. Подскажите, пожалуйста, какую-то плату родительскую я должна буду внести? Обязательно. Если он не малообеспечен. Если не малообеспечен, даже если у вас есть статус малообеспеченного, вы оплачиваете 10% стоимости. Правильная организация досуга позволяет детям отдохнуть и настроиться на новый учебный год. Тем более, что это отличная возможность школьникам заработать свои собственные средства, получить профессиональные навыки, опыт трудоустройства и почувствовать себя ответственным и самостоятельным. Подробности вы сможете узнать, позвонив в Центр занятости по номеру 5 20 56, либо перейти на сайт дети11.рф. Тема субботников и уборки города и поселков в последнее время была и остается одной из самых актуальных. На сегодняшний день в ежегодном наведении чистоты приняли участие несколько десятков учреждений района и порядка 1000 жителей. Завершиться эти работы должны были 20 мая.
На следующий день управлением ЖКХ был проведен рейд, во время которого специалисты оценили качество общегородских субботников. К сожалению, не все организации отнеслись к этому вопросу ответственно. При повторном обследовании территорий, закрепленных за организациями и учреждениями, было выявлено неисполнение проведения работ при уборке данных территорий. Всего таких организаций, которые проигнорировали просьбу и даже предписание о проведении субботников, около 20. Каждой из них будут применены те или иные меры наказания, вплоть до штрафов. Результаты рейда были доведены до исполняющего обязанности главы района Сергея Дегтяренко. Учитывая эту информацию и погодные условия, одно из которых позднее таяние снега, руководителем муниципалитета было принято решение продлить сроки ежегодного субботника до 2 июня включительно. Напомним, перечень закрепленных территорий за предприятиями и учреждениями утвержден постановлением администрации района и находится в свободном доступе на сайте муниципалитета. Не сдаваться, идти к цели и достигать результатов. Этот путь всегда полон преград, но герои нашего репортажа научились с ними справляться. Они не сдались, напротив, нашли в себе силы и стали двигаться дальше. 15-летний Андрей Полюк – инвалид с детства, но несмотря на это, он любит рисовать и заниматься спортом. Андрей – активный участник Сосногорского спортивного клуба для инвалидов «Здоровье». И уже 2-й год подряд он вместе с мамой принимает участие во Всероссийском паралимпийском фестивале. Мы ездим уже не 1-й год, мы 2-й год занимаемся бочей, и 2-й год мы поехали в Москву на парафест. Вот. Играли в бочу, играли в дартс. Первый день мы завоевали 2-е место по дартсу. На 3-й день, на 2-й день, получается, мы играли в бочу, тройки, у нас была сборная команда, заняли 3-е место. И попробовали в армрестлинг, тоже заняли 3-е место. Первый раз мы не ожидали. 5 лет назад мальчик стал передвигаться на ходунках, и родители привели его в клуб единоборств «Бурый медведь». Здесь Андрей работает с гантелями, делает упражнения на шведской стенке и, что немаловажно, ходит по беговой дорожке. И не зря говорят, что спорт – это здоровье, и Андрей это доказал. Сегодня он использует кресло только на длинных расстояниях. Любовь к физкультуре и спорту без преувеличения поставила его на ноги. Многого достигли по сравнению, то есть бочу мы достигли очень хорошо. Помимо этого мы еще ходим в «Бурый медведь», там занимаемся. Там уже 5-й год, Васин Владимир Валерьевич. И у нас успехи есть. Мы слезли с коляски и ходим на тростях. Еще один наш герой – Мария Остапко. В клуб здоровья она ходит вместе с мужем. Они так же, как и все участники клуба, играют в боче, шашки, дартс и новус. И ни на секунду не жалеют, что выбрали спорт. Для нас это жизнь. Я не могу не двигаться. Я встаю утром и начинаю на соревнования. Спасибо Сергею Ларионову, который нам дает, понимаете, как вдохновение, какую-то надежду, какое-то стремление к чему-то. И мы постоянно в движении. В копилке семьи Остапко десятки медалей и сотни грамот. Супруги не пропускают тренировки и стараются выезжать на различные турниры. Буквально на днях они отправятся в Сыктывкар на республиканские соревнования по боче. Любой спорт – это прежде всего командная работа, и здесь нужна дисциплина и чувство локтя. Неоценимую помощь оказывают волонтеры. Именно эти ребята всегда рядом с теми, кто, несмотря ни на что, идет к победе и радуется любому, даже самому маленькому результату. Мне нравится смотреть, как они поднимаются именно физически. То есть вначале они мало что могли, а сейчас они занимают места даже на России. А я чувствую, что я не просто так помогаю, а помогаю для нужных вещей. 9-классник Илья Воробьев помогает клубу уже 4-й год. Школьник уверен, что в каждой победе его подопечных есть и его заслуга. И таких волонтеров, как говорит Илья, должно быть больше. Надо сюда ходить, помогать, чтобы они не просто так тратили время, а проводили его с пользой. Адаптивный спорт в Сосногорском районе развивается с каждым годом. И во многом это заслуга руководителя клуба здоровья Сергея Ларионова. Он сам спортсмен, очень любит интеллектуальный спорт, но может пробежать 100-метровку и взять 1-е место. Под его руководством многие добились больших результатов. И это не просто спортивные победы, это мотивация использовать свой потенциал на все 100. В Сосногорске очень хорошие условия, и все зависит от руководителя.
нас Сергей Илларионов молодец. Он везде, все везде старается, чтобы все мы были активными и строго, в общем, все у него по программе, все по дням, все по часам. Мне вот нравится очень вот эта дисциплина, порядок. Для меня это главное. Клуб здоровья ждет новых участников, а также волонтеров и всех тех, кто хочет помочь в развитии адаптивного спорта в Сосногорском районе. Приобретая значок «Красная гвоздика» в магазинах города, вы помогаете ветеранам, пострадавшим в результате боевых действий.